приехала с города Заинска. Ребята уже не один год занимаются поисковыми работами в Волгоградской области. Поднимают бойцов советской армии 120-й дивизии, нашей татарской дивизии. Они приехали по приглашению штаба Юной армии Азнакаевского района для проведения патриотической работы в наших школах. Руководитель поискового отряда «Гвардия» Никифоров Виктор Михайлович. К вам мы приехали по приглашению администрации просветить школы о нашей работе поисковой в городе Сталинград и вообще движение Отечества, которое формировано у нас в Казани, руководитель, председатель нашего Рома Отечества Конопулев Александр Юрьевич. Благодаря ему мы выезжаем на раскопки, в поля сражения, поэтому и сейчас мы приехали информировать, скажем, агитировать детей нашу работу, показать, что и как мы нашу работу. Когда организовался ваш отряд? В 2011 году. И кто вам помогает в этих поездках, раскопках? Финансово? Финансово немного администрации, в основном свои деньги. В том году помог помощник депутата. В этом году выиграли грант от Татнефти 236 тысяч. Очень здорово нам это помогло. Обновили оборудование, закупились формы, спецодежды. И питание, поездка — это самое главное. И благодаря вот этому гранту мы подняли в весенней вахте 22 красноармейца, 2 именных, и 12 осенней вахты, где был именной, прочитанный именной боец с Украины. Со своей дочерью взяли. Это местный музей в Рассошках, в Волгограде. Кто будет в Волгограде, может туда проехать. Очень интересное место. Памятник именно с солдатами, красноармейцами, которые захоронены. Там есть румынское кладбище, немецкое кладбище. Это в Рассошках. Судьбу этого солдата. Но если даже судьбы, как говорится, медальон мы не нашли, и не нашли какие-то известные вещи, мы знаем, этот человек, это останки, его душа успокоится. Его перенесут на кладбище, его торжественно захоронят. Каждый год на это место положат цветы. Его вспомнят как безызвестного солдата, но о нем вспомнят. Он не забытый и брошенный солдат, который лежит до сих пор в полях, и которых мы ищем и стараемся поднять. Да, это советская мина, может взять ее в руки. Вот та немецкая мина. Это вот мина, которая кидается в трубу.